Снова к нашим новостям. Важное событие накануне начала Сухума после 30-летнего перерыва. Другое мои коллеги Валентина Соловьева и Алена Евтекова оценили комфорт и сэкономленное время. Регистрацию на рейс Москва-Сухум. Вылетать будем из аэропорта Внуково. Тестовое регулярного авиасообщения. Пограничный контроль прошли по нашему российскому паспорту. На территории республики до... Решили полететь на родину. Это историческое событие. Музыку создать во время полета. Сразу после набора высоты молодому человеку подпевают всем самолетом. Просто колоссальная радость. Работал больше 30 лет в аэропорту. И вот он сейчас встречает. Очень ждала этого рейса. Очень рада, что наконец-то он состоялся. И Нагрузка полная. Борт вмещает 50 человек. Билеты раскупили за недели до вылета. для всех жителей Абхазии очень важно намного чаще видеть наших родных. А это самое важное в жизни. Лететь достаться раньше. Самолет напрямую в Сочи летал, и на машине еще 2,5-3, в зависимости от того, сколько ты на границе стоишь. Первым рейсом летят почетные гости, народные и заслуженные артисты России. Просто из ряда вон выходящие, выдающиеся. И огромное спасибо, конечно, России за такую мощную поддержку. Добраться можно через Сочи, но когда ты можешь быстро прилететь в Абхазию, и когда это произойдет вот так, в одночасье, ты сел и ты уже прилетел, это будет очень здорово. Встречаем участника спецоперации из Абхазии. Позывной «Горец» воюет на Донецком направлении. В таком историческом событии я решил принять участие, и командир это одобрил. Это очень большой, надежный, хороший, дружественный шаг между нашими государствами. Хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этому большому, значимому проекту. На взлетно-посадочной полосе самолет встречают водным салютом, а пассажиров – национальным колоритом. Терминал официально открывают президент Абхазии Бадрак Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Открытие и электрички Диаскурия, которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пуск прямого рейса самолета – это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма в Восточной Абхазии. С начала июня добавятся самолеты широкофюзеляжные, уже на несколько сот пассажиров. Благодарность, который дал одобрение этому проекту. И спустя 32 года граждане нашей страны, гости нашей республики имеют возможность приземлиться в аэропорту. Восстановление аэропорта Сухума, который был частично разрушен в ходе Абхазо-грузинской войны, с 93-го перестал работать, инвестировала Россия. В 23-м году на полях Санкт-Петербургского экономического форума было подписано соглашение, после чего началась масштабная реконструкция инфраструктуры, которая продолжается до сих пор. Строится большой аэровокзальный комплекс. Он сможет обслуживать 400 человек в час. Сейчас аэропорт может принимать современные типы средне- и дальнемагистральных самолетов, таких как Суперджет-100, Ту-214, МС-21, Airbus и Boeing. Откроется регулярное авиасообщение и с Нижним Новгородом. Вот так Сухум сегодня встретил первых пассажиров. Сегодня здесь работает еще одна наша съемочная группа. Алена Евтекова прибыла в Сухум на первой электричке из Сириуса. Алена, передаем вам слово. Диаскурия – так назвали этот электропоезд в честь древнегреческого города, который раньше располагался на месте нынешней столицы Абхазии Сухума. Уникальное оформление рисунки, отражающие традиции и достопримечательности республики. Кавказские мотивы задают настроение уже на станции Имеретинский курорт в Сириусе. Хотим поехать в Абхазию, майские, отдыхать. Вот с чемоданами основательно. Мы приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа. В первый день вот мы сразу купили билеты. Очень красиво. Нам очень понравилось. На первый рейс раскуплены все билеты. Открытие нового направления для движения скоростных электричек Сириус-Сухум долгожданное.
Стоимость билета всего 360 рублей. Электропоезд «Диаскурия» – современный российский четырехвагонный состав повышенного уровня комфорта. Контроль прошли довольно быстро. Мы сейчас едем, наслаждаемся просто видами чудесными. Удобные сиденья, зарядное устройство. Мы прям в восторге. Еще и плюс такие бонусы. Раздали хачапури местные, шоколад. На протяжении всего пути живописные Кавказские горы с белыми снежными шапками и море. В пути электричка делает несколько остановок в туристических городах Абхазии. Некоторые станции по пути следования реконструировали. Это уже первая точка для памятных снимков. Например, вокзал в Гудауте. Здесь обновили фасад. Заброшенную многие годы станцию в новом Афоне тоже отреставрировали. Павильону вернули исторический облик 40-х годов прошлого века. Уйти отсюда без фотографии просто невозможно. До этого дня электрички из России в Абхазию ходили только до курортного города Гагра. Чтобы удлинить путь для электропоездов почти на 80 километров, железнодорожникам потребовалось проделать большую работу. 3,5 часа до столицы, и вот уже вокзал Сухума. На перроне первую электричку встречали и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в сопровождении президента Абхазии Бадри Гунба. Из Сириуса и Сухума электрички «Диаскурия» будут отправляться дважды в день для удобства туристов и местных жителей. Поезда будут уходить со станций Имеретинский курорт и Сухум ранним утром и возвращаться обратно ближе к вечеру. Алена Евтюкова, Валентина Соловьева, Иван Пахомов, Николай Малашенко и Дмитрий Баранов. Первый канал.